Здравствуйте, в эфире новости телекомпании Тува-24, с вами Мадр Сандан. Начнем с цифр, которые, надеемся, заставят многих задуматься. В Туве за весь период от COVID-19 умерло 244 человека. Пока некоторые рассуждали, так ли необходима вакцинация, нужно ли носить маски, за сутки 12 июля опасную заразу подхватили 170 человек. Более 200 находятся в реанимации. Около 40 больных не могут дышать самостоятельно. Жизнь в них поддерживается аппаратом искусственного дыхания. У ковида появляются новые, все более опасные виды. Они распространяются быстрее и почти сразу переходят в тяжелую форму. Вчера наш оператор, молодой парень, работал в так называемой красной зоне ковид-центра. Там находятся тяжелобольные, чьи-то отцы, матери, дедушки, бабушки. Обычно шумный, говорливый наш коллега-оператор с тех съемок вернулся притихшим. Так потрясло его увиденное. Наша съемочная группа побывала в реанимационном отделении многофункционального медицинского центра Кызыла. Не успели перейти порог красной зоны больницы, как буквально всеми нервными окончаниями чувствуется атмосфера страдания и боли. На сегодня медицинский центр вмещает 700 инфицированных ковидом. Из них 32 в реанимационном отделении, 2 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, 16 к аппарату неинвазивной искусственной вентиляции легких. Сейчас клиника течения этого заболевания очень разнообразная. От легких течений до тяжелого поражения не только легких. Эта инфекция отличается мультиорганным поражением всего организма. У некоторых больных заболевание может пройти очень легко, бессимптомно, но у части больных это с поражением всех органов протекает. Это с поражением сосудов, миокарда, почек, печени. Врачи отмечают, что первая волна коронавирусной инфекции прошла сравнительно безопасно, потому что были приняты очень жесткие и действенные меры по нераспространению пандемии. Клиника течения этой инфекции отличается от первой и второй волны. Вот сейчас наблюдаем очень тяжелое течение среди молодых пациентов и детей до 16 лет. Однозначно COVID-19 мутирует. В мире появляются новые штаммы – бразильский, индийский, британский. Но, как говорят специалисты, российская вакцина сильна и для этих штаммов. Это гражданин Китая, который работает в Лунсин в настоящее время в очень тяжелом состоянии. Временное облегчение получает, когда лежит на животе, но только временное. Более половины заболевших – гости на свадьбах, юбилеях. Симптомы болезни у каждого человека разнятся, порой не отличаются от симптомов обыкновенной простуды. Внезапно запершило в горле, поднялась температура, вызвала скорую помощь и очутилась здесь. Призываю земляков поменьше находиться в общественных местах, на праздниках, свадьбах. Главное, прививайтесь. Врачи работают в круглосуточном режиме. По 8 часов в средствах индивидуальной защиты с 3 перерывами. Цель одна – не потерять человека. Уже к этому времени подходят свежие анализы у нас. Также идет наблюдение за пациентами, в динамике как идет, снижается кислород в крови или нет. Основное наше наблюдение за сатурацией крови, то есть содержание кислорода в крови, за этим наблюдаем. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Людмила Салчак отметила, что все усилия и самопожертвования врачей, стоящих на передовой, обесценивают представители малого и среднего бизнеса, которые ради прибыли рискуют здоровьем жителей Тувы. Такие действия могут привести к полному локдауну, тогда ни одно заведение даже с 50% заполнением не будет допущено к работе, сообщила Людмила Салчак. Сайгын Бюрби, Артеш Бартан, Мирана Иргит, Тува-24. В Кызыле, где регистрируется большинство заражений ковидом, с 13 июля работает еще дополнительный пункт вакцинации в администрации базы РПС. Теперь таких точек в столице 10. Для вакцинации нужны паспорт и медполис. В торговых центрах врачи работают без выходных, в офисных помещениях в зависимости от графика в здании.
На борьбу с коварным вирусом брошены все силы и средства. За месяц в Туве открыто несколько новых инфекционных госпиталей, медицинские учреждения перепрофилируются, врачи отзываются от отпусков. Свободно 16% коечного фонда, места заполняются очень быстро. Сейчас дополнительное отделение на 150 коек оборудуют на базе Кызылской школы номер 17. Если свадьба заканчивается больничной койкой в ковидном центре или даже смертью ваших родных от опасной болезни, то как можно назвать такой праздник, если не пир во время чумы? Сегодня на заседании оперативного штаба в правительстве республики приводили факты, когда с юбилеев и свадеб людей увозили на машине скорой помощи, рассказывает наш корреспондент. В течение недели после подписания указа в РИА главы Тувы о закрытии банкетных залов и запрещении проведения свадеб и семейных торжеств, владельцы залов пошли на невероятное ухищрение. Торжества проводили в обеденное время, будние дни, не выпускали гостей из помещений, создавали опасные для жизни и здоровья людей ситуации, чтобы не возвращать деньги. Рейдовые мероприятия будут усиливаться, штрафы будут выписываться на собственника. Какие бы договоры он ни составлял с арендаторами залов, от ответственности никто не уйдет. В местах наличие банкетных залов запретить проведение мероприятий. Ответственность несет собственник помещения, даже не арендатор. То есть вот такой подход. На заседании оперштаба по предложению главного государственного санитарного врача Республики Тыва Людмилы Салчак в указ об ограничениях вводятся новые дополнения. Из-за серьезной ситуации с заболеваемостью с целью недопущения локдауна, как в прошлом году, закрываются все точки общественного питания, однако с возможностью торговать по доставке или через одно окно. Сегодня, когда все коечные места заняты и речь идет об открытии отделения для лечения в школе номер 16, это мера для спасения людей. Мы вводили ограничения поэтапно, то есть сначала была 50% загрузка мест общественного питания. Потом мы ввели ограничения в части запрета на проведение торжественных вечеров, свадеб, семейных праздников и так далее. Но, к сожалению, рейдовые мероприятия, которые мы провели, в которых я лично сам участвовал, показали тот факт, что предприниматели не соблюдают данные ограничения и всячески пытаются их избежать. Мы видим противодействие со стороны предпринимательского сообщества в части общественного питания. То есть это, конечно, не все, таких нарушителей у нас несколько. В отношении этих предпринимателей проводятся рейдовые мероприятия. Мы предупреждали о том, что при увеличении и сохранении тенденции по количеству заболевших мы будем в дальнейшем вводить новые ограничения. Базы, большие торговые центры обязаны будут работать с заполняемостью 50%. Разрабатывается система пропуска посетителей только через QR-код вакцинации. Продолжают работать детские сады. А вот общественный транспорт будет ограничен в выходные дни. Закрывается и архитектурный комплекс «Центр Азии». Центр Азии у нас есть административные рычаги, просто закрываем, потому что количество свадьбы, молодожены, дни рождения, люди все приходят, расходятся, после этого попадают в больницы. Да, то есть затраты на лечение одного больного составляют порядка 400 тысяч рублей. Но это даже вопрос не в деньгах, а вопрос сейчас уже нет мест, где лечить, потому что люди после каждого банкета через трое суток уже человек 10 попадает, 20 в инфекционное отделение больницы, перегружает эту систему. Основная цель принятия дополнительных мер ограничения – разбить, рассредоточить большие места скопления людей, спасти жизни. Ведь сейчас на территории республики буквально убивают людей 2 новых штамма коронавируса. Если сам народ не хочет спасать себя, тогда государство обязано это сделать. Наиболее поражаемая группа – это молодое население, мобильное. Это возраста на первый план выходят от 30 до 59 лет, от 18 до 29 лет. И, конечно же, группа риска – это 60+, беременная женщина. Конечно, здесь очень важно нам провести мероприятие, безусловно, принять меры по разобщению людей. Поэтому выбираются сегодня наиболее места, где наибольшее количество концентрации людей, и проводить соответствующую работу. Маски, перчатки, санитайзеры должны быть в каждой организации. И еще, чтобы остановить череду свадеб, принято решение временно приостановить прием заявлений о бракосочетании на более поздние сроки. И хорошее время обязательно наступит, если мы включим механизм спасения и самосознания. Татьяна Рамазанова, Чихан Дангак, Тува, 24. Указ об отмене всех массовых мероприятий и семейных торжеств принят еще 7 июля, и только за одну неделю надзорными органами выписано штрафов за его нарушение на 8 миллионов рублей. Многие пока еще не осознают все опасности ситуации, организуют и посещают семейные торжества и сами способствуют распространению опасных штаммов. Остановить череду запланированных летних торжеств пытаются и сами устроители торжеств. Тему продолжит Алтын Кызбуян.
Сразу после аппаратного совещания правительства исполняющий обязанности министра культуры Виктор Чижит провел встречу с организаторами и ведущими различных торжеств. Из-за необходимости соблюдения мер предосторожности на встречу пригласили не всех, а представителей сферы услуг различных форм собственности. В общем списке ведущих значится 69 человек. Среди них государственные структуры, частники, самозанятые. Некоторые ведущие, некоторые тамадалы на этом живут. А зачем вот этот вопрос так остро поднимается? Зачем руководителю целого министерства этот вопрос акцентировать и привлекать внимание на то, чтобы в конце концов остановить распространение инфекции? Стоит Россия, выиграла эту нишу и предоставила эту вакцину всем. Люди теряют деньги, большие корпорации теряют деньги, и поэтому они раскачивают внутри политической ситуации, говоря о том, что Ковивак это ничто, Эпивак это ничто, Спутник Ви это опасно, вакцинирование это чипирование лишнего, потому что они финансируются. Уважаемые коллеги, вы должны это понять и донести до тех, которые участвуют в организации всех этих праздников, что это опасно. С требованием соблюдать пункты указа к собравшимся обратился и исполняющий обязанности министра культуры. Что касается утвержденных на уровне министерства мероприятий, то речи о заполнении залов наполовину уже не идет. Все запланированные концерты, выступления полностью переходят в онлайн-режим. Что будет с теми, кто все-таки нарушит запрет главы республики? Вы знаете, запреты все это есть, но там согласно указу сейчас Минюст нашей республики тоже разрабатывает, какие санкции будут. В целом, конечно, там хозяева, да, скажем, да, тех банкетных залов, в основном на них будут, все равно участниками будут наши. Поэтому, если вплоть таких больших нарушений, мы вплоть до увольнения с работы. Если наши действительно не будут слушаться, то даже будут продолжать. Мы примем такое решение именно тем бюджетным работникам, да, если работники бюджетных организаций, мы вплоть до увольнения будем. Это очень строго будем держать. На сегодняшний день концерты, вообще мероприятия, массовые мероприятия все отменены. Даже на 50%? Все отменены, и мы нигде ничего не проводим. Все переходим на онлайн-режим. Выставки, мастер-классы мы не отменяем. Все остается также в планах. И я сейчас всем руководителям передал, что они переформатировали все наши мероприятия на онлайн-режим. Наибольшее количество заражений получается по итогам проведения торжественных мероприятий. Новые формы штаммов за один раз могут заразить от 7 до 42 человек. Большинство организаторов свадеб не отрицает необходимости прекращения массовых мероприятий. Надо довести до тех людей, которые в скором времени будут проводить свои семейные мероприятия, да, праздники. Надо довести, что сейчас коронавирус, да, очень острый вопрос. Надо потерпеть вообще до следующего года. Я к этому отношусь положительно, потому что так как сама являюсь организатором, то есть ведущей свадебных и любых юбилейных праздников, поэтому я считаю, что это очень правильное решение, что ограничили проведение таких массовых мероприятий, потому что здоровье важнее всего. В свое время я сама в сентябре переболела этим страшным недугом. 50% поражения у меня было как раз после того, как провела праздник. Поэтому я считаю, что уж лучше отложить такие праздники, чем рисковать здоровьем своих родных и близких. Пока некоторые волнуются о потраченных деньгах, врачи в СИЗОК бьются за спасение жизней больных в ковидных госпиталях. Всего с начала года от ковида умерло 35 человек. За сутки в республике выявляется в среднем 130 случаев новых заражений. Большую тревогу вызывает распространение крайне опасных индийского и британского штаммов коронавируса. Врачи не скрывают, что сейчас речь идет о будущем народа, нации, и это должно дойти до всех и каждого. Алдын Казбуян, Владимир Сюртук, Ангар Оржак, Тува 24.
Сегодня наш корреспондент задала людям на улицах очень важный вопрос. Как они воспринимают меры против распространения коронавирусной инфекции? Готовы ли они поступиться своим личным интересом ради жизни и здоровья своих близких? Конечно, правильно. А почему вы так считаете? Ну, потому что пандемия же заражает друг друга. Спасибо большое. И болеют в основном же только семейные, когда собираются все вместе. А вот у винцев родни очень много. Ну, если много народу, может быть и правильно. Помните, временно исполняющим обязанности главы республики были введены запреты по всем культурно-зрелищным массовым мероприятиям, включая и семейные торжества. Так вот, даже за последние сутки вот этот факт подтверждает о том, что в большей степени заболели у нас лица от 18 до 45 лет. Остается нам, каждому из нас, задуматься о том, в какой период сегодня мы живем, и постараться всем гражданам сделать, можно сказать, выводы для себя, для своих близких. На сегодняшний день здоровье каждого человека и здоровье своих близких, оно должно ставиться всегда превыше каких-либо массовых мероприятий. Да, конечно. Почему вы так думаете? Для предотвращения больных, чтобы больных мало было, меньше. Ну, там много людей скопляется. Сейчас же эта пандемия. Каждым днем растет число заболевших. Я советую населению нашей республики, чтобы в одном помещении, чтобы не скопились. Там же в помещениях же воздуха нету, свежесть нету. И поэтому разные свадьбы, разные торжества, день рождения там всяких, надо отменить в лучшие времена. К другим темам. Сегодня правительственная комиссия под руководством исполняющего обязанности главы республики Владислава Хавалыга выехала в Чахольский Кажун. Запланировано посещение стройплощадок, домов для детей-сирот, служебного жилья, Актурусской школы и сельскохозяйственных предприятий. Ну а во время инспектирования в Кахемском Кажуне состояние дорог и мостов стало одной из главных тем. Владислав Хавалыг посетил несколько сел, осмотрел ветхий мост через реку Сой и поручил региональному Минтортрансу срочно заняться этим вопросом. Подробнее Айсу Мангуш. Владислав Хавалыг накануне побывал сразу в нескольких селах Кахемского района: Ильинки, Авейган, Дерзигаксы, Буренхем, Суббажи, Владимировка и Сарксеп. Для главы региона важно все – и жизнь людей, и состояние дорог. Социально-экономическое развитие в полной мере невозможно, если нет качественных путей сообщения. Да, здесь из-за того, что вот лесовозы, да? Где вы, в каком месте створ? Мы смотрели там тоже разные, там русло очень непредсказуемо себя ведет, да. То есть отсыпать вот это, да? Рядом. Отсыпать дуем, да. И отсыпать прямо рядом. Ну что, в любом случае надо строить, проектировать надо, да? И этот мост мы после этого разберем или он? Нет, пускай будет, да? Немножко укрепить, да? Подлатать, да? Ну, как НЗ, мы его просто перекроем, как НЗ будет. Просто перекроем, да? У нас очень большая проблема по поводу нашего моста. Нам надо сделать мост, чтобы нам, жителям нашего села, было легче было передвигаться. Если у нас мост развалится, у нас будет большая проблема, как выехать из села. Первый мост построен был в 1930 году силами сельчан, а в 1938 году сделали новый. Вот если проезжали, там старый мост, там еще стоит, а новый вот этот мост сделали в 1938 году. И до настоящего время этот мост стоит, но в аварийном состоянии, как вы видели, да, нуждается в ремонте или чтобы сделать новый мост. Осмотрев ветхий мост через реку Сой, Владислав Хавалыг дал поручение руководству Минтортранса республики быстрее проработать вопрос строительства нового безопасного моста. Мост находится сейчас у него по сваям, идет пучение.
в связи здесь с самой местностью, здесь болотистая местность, конечно же, надо его приводить в соответствие, но здесь есть решение о том, чтобы построить рядом новый мост на таком же техническом решении, на свайных опорах и с деревянным пролетным строением. Мы на сегодняшний день произвели расчеты предварительные, и будем планировать по реализации. Туве важны не только федеральные транспортные артерии и региональные транспортные вены, но и муниципальные транспортные капилляры между Кажунами и Сумонами. На реализацию национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в текущем году в Туве направят более 1 миллиарда 80 миллионов рублей. На эти средства полностью отремонтируют и реконструируют 39 874 километра дорожного полотна. В том числе проведут реконструкции подъездных путей к Кызылу, Шаганару, ремонт дорожного участка Чадан-Цуаксы. Кроме того, в Чадане начнут строить мостовой переход через реку Улухе на автомобильной дороге Бояровка-Торахе. Айсу Мунгуш, Чайхан Донгак, Ангар Ожах, телеканал Тува-24. В ходе рабочей поездки Владислава Хавалыга в Кахемский Кажун особое внимание уделено сельскому хозяйству. После личного посещения нескольких хозяйств руководитель региона отметил, многое можно было решить самостоятельно на месте. Поддержка сельхозпроизводителям Кажуна, конечно, будет оказана, но только тем, кто стремится к развитию и сам предлагает решения. Говорят, без села нет города. А сегодня аграрная Тува испытывает дефицит продовольствия собственного производства. Речь не только об овощах или зерновых, но и мясной и молочной продукции. На прилавках магазинов почти вся продукция завозная из соседних регионов. На закупку той же молочки в год тратятся миллиарды рублей. А все потому, что нет собственной переработки. Почему, имея надой в одном хозяйстве свыше 500 литров молока, в день в магазинах республики нет тувинского молока? Ответ очевиден. Нужна переработка продукции, и здесь многое зависит от инициативы снизу. Чтобы иметь детальное представление исполняющей обязанности главы Тувы, лично переговорил с фермерами и жителями села. Товаропроизводителям помощь от администрации получается в основном, большей части мы выделяем земельные участки по подсев зерновых культур, кормовых культур и также под пастбище для животноводства. Хозяйство Саина Васильевича производит посев на 6 тысяч гектаров. В большей степени при выделении земельных участков были выделены такие посевные площади, где возможно было посев зерновых культур. Как и в любом деле, одним из ключевых является кадровый вопрос. Людей, которые хотели бы работать и зарабатывать на селе, не хватает. Республика нуждается в специалистах, которые могли бы отстроить процесс переработки. Необходимо запускать линию по упаковке и отлаживать каналы реализации и сбыта готовой продукции. Полную реконструкцию, реанимацию хозяйства проводить, ремонт стада, оборот земель запускать. Шанс хороший, земли есть. Люди, я думаю, тоже здесь найдутся в деревне, кто готов работать и поднимать свою родную деревню. Эффективное управление, организация труда – это самое главное. В Рио главы Тувы уверен, что нужно сделать все, чтобы возродить перерабатывающее производство в каждом Кажуне. Иначе никак. Только при этом условии будет и достойная зарплата у сельских тружеников, и качественная недорогая местная сельхозпродукция на прилавках. Полтонны молока нужно перерабатывать, продавать. Мы же нуждаем, все завозится из-за Саян. 90 сколько-то процент все завозит Саян. Вот для этого мы как раз ездим, да, что есть, хотя бы это, что есть, восстанавливать. Потом уже создавать новые, строить новые, да. Новые поголовье поднимать, наверное, дойные, так сказать, хорошие, так сказать, племенные, да. Так. Вот. Если брать, когда вы можете уже
в рамках государственного партнерства, да, вот, уже приступить к работам. По итогам работы исполняющий обязанности главы Тувы поручил Минэкономике и Минсельхозу произвести расчеты и анализ эффективности ряда сельхозпредприятий Кахемского кожуна. Также он призвал местные администрации выявлять и поддерживать инициативных граждан, желающих заняться собственным сельхозпроизводством. Айсу Монгуш, Чайхан Донгак, Ангар Ожак, телеканал Тува-24. Более 70 тысяч мальков краснокнижной стерляди сегодня выпустили могучий Енисей. Так, Голевская горнорудная компания в этом году в полном объеме выполнила обязательства по восполнению водных ресурсов Сибирской реки. С подробностями Айра Сад. Молоть стерляди выращена в рыбоводном комплексе, который находится в Красноярском крае. Предприятие специализируется на искусственном разведении ценных видов рыб. Мальков транспортировали в специальном куботейнере со встроенной системой обогащения воды кислородом. Сейчас мы находимся в 20 километрах от столицы, в районе горы Бом. Здесь Голевская горнорудная компания в реку Енисей было выпущено 72 376 мальков стерляди. Для сравнения, в прошлом году этой же компании в Енисей было выпущено 5000 мальков краснокнижной рыбы. Недопущение экологического ущерба от хозяйственной деятельности и внедрение лучших мировых практик в области экологической безопасности – еще одна стратегическая цель группы компаний «Интергео» и Голевской горнорудной компании. Так, на этот год запланирован и комплекс мероприятий по лесовосстановлению. На территории республики на площади более чем 600 гектар будет высажено порядка 2 миллионов саженцев. То есть это действительно гигантские объемы, гигантские по масштабам мероприятия. Несмотря на то, что мы очень молодая компания и разрешение на строительство мы получили только в прошлом году, огромное внимание мы уделяем вопросам экологии и сохранения окружающей среды. По словам экологов, в естественной среде стерлядь размножается в июне, поэтому выпуск молоди сейчас не нарушает ход их развития. Они быстро адаптируются к новым условиям естественной среды обитания. Напомним, что Голевской горнорудной компанией в Енисей сегодня выпущено свыше 72 тысяч мальков краснокнижной рыбы. Айра Сад, Владимир Сюртюк, Мирана Иргит, Тува-24. У меня на этом все. Берегите себя и своих близких. До встречи.